Бисмиллахи рахмани рахим. Вассалату вассаляму аля расулиллах ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Уважаемые зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема 95-я сура Священного Корана, сура Ат-Тин. Обратите внимание, сура состоит из 8 аятов. Мы начинаем, иншаллах. Первый аят. Ват-тини ваз-зайтун. Ват-тин. Уходим после огласовки фатха на та. И удваиваем. Ват-ти. Не ти, ват-ти. Нет, ват-ти. Нет, ват-ти. Ват-ти. Чтобы при произношении носовой не было. А ват-ти. И сразу уходим после удвоения на кесру. Ват-тини. Ударение в размере двух огласовок. Кесру. Ват-тини. Ваз. Обратите внимание, здесь у нас удвоение за свистящий звук. Зай. Ваттини ваззайтун. Ваззайтун. Ударение здесь 2, 4, 6. Давайте сегодня мы будем ориентироваться на 4 и в дальнейшем тоже будем применять удлинение в размере 4 огласовок. При остановке касра аннулируется и уходит в сукун. И таким образом ваттини ваззайтун. Второй аят. Ватури синин. Ватури. Та, ту, та, ту. Твердый звук. Ватури. Долгота в размере двух огласовок. Долгота огласовки дамма. Ватури, ватури. Синин. Обратите внимание, здесь два раза мы применяем долготу кясры здесь, в размере двух огласовок и здесь. При остановке фатха уходит в сукун. И таким образом синин. Мы сказали, что применяем при остановке 4 и акцент на 4 делаем. Ватури синин. Ватури синин. Третий аят. Вахадал баладил амин. Ваха. Гортанный звук. Ваха. В размере двух огласовок ударение. Вахадал. С огласовки фатха мы уходим на лям. И, естественно, удлинение «за» у нас аннулируется. Итак, «вахадал» межзубное произношение, «вахадал баладил». С огласовки кесра уходим на лям. «Вахадал баладил». Все звуки здесь мягкие звуки, и поэтому нужно обращать внимание на мягкость, четкость произношений. «Вахадал баладил». Вахадал баладил амин. Хамза, четкое, ясное произношение, где бы она ни находилась. Потому что в чтении Хафсата Асма по пути Аш-Шатибия хамза всегда четко произносится, кроме исключительных моментов, исключительные слова, которые применяются правило тасхиль. Иншаллах, к этому мы придем в свое время. Итак, вахадал баладил амин. При остановке аннулируется касра, уходит сукун. И мы сказали, что применяем сегодня удлинение, долготу в размере 4 огласовок. Вахадал баладил амин. Переходим на 4 аят. Обратите внимание. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Здесь мы удлинение, тильду забыли. Фи ахсани таквим. Итак, лакад. Ла мягкая. Мягкая, твердая, мягкая. Обратите внимание. Мягкая, твердая, мягкая. Лакаде. Лакаде. И применяем калкаля в звуке даль, правило взрывность. Лакаде. Здесь то же самое. Здесь полная противоположность первого слова. Твердая, мягкая, твердая. Халаконел. Халака. Нет. Халака. Нет. Халя. Халаконел. Мягкое произношение ляма. Халаконел. И применение правила калкаля
То есть здесь в этом аяте 3 раза будет встречаться правило калькаля. Лакаде халакана и согласовки фатха. Мы уходим на лям. Естественно, удлинение аннулируется при слитном чтении. Лакаде халакана инсана. Применяем ихфа в размере 2 голосовых назализации, частичная назализация. Инсана. Ударение в размере 2 голосовок. Фи ахсани. 4 огласовки предпочтительные, которые мы в предыдущих уроках мы с вами договорились. Фи ах. Вот здесь нужно быть очень внимательным, так как после применения долготы хамза немножко труднее становится произносить четко. А после которого идет еще и гортанный звук ха. Фи ахсани. Фи ахсани. Фи ахсани. Таквим. Мягкий и твердый. Каф, твердый звук, плюс еще правило калькаля. Тако. Таквим. Здесь мы применяем 4 раза долготу. Так танвин касра аннулируется и переходит в сукун. И таким образом لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. 5-й аят у нас, обратите внимание. Сумма. Одна из самых распространенных ошибок. Сумма. Такое удлинение огласовки дамма в этом слове. Нужно сократить естественное правильное произношение. Сумма. Удержание в назализации в размере 2 огласовок. Сумма. Рададнаху. Калькаля. Наддаль. Ра. Твердое произношение. Рададе. Рададнаху. Ударение в размере 2 огласовок. Рададнаху. Асфаля. Асфаля сафилин. Асфаля. Удержание на син немножко, так как свистящий звук. Асфаля. Сафилин. Ударение в размере 2 огласовок. Сафилин. При остановке фатха аннулируется, переходит касра. И как мы договорились, удерживаем в размере долгота в размере 4 огласовок. И таким образом ثم رددناه أسفل سافلين. Переходим на 6-й аят. Обратите внимание, аят длинный. Итак, «Илля-лладина». Четкое произношение касры с хамзой. «Илля-лладина». С огласовки фатха ляма переходим на удвоение 2-го ляма. «Илля-лладина». «Илля-лладина». Ударение касры в размере 2 огласовок. «Илля-лладина». آمنوا. آمنوا. Фатха в размере 2 огласовок. Ударение. آمنوا. Тоже здесь ударение, естественно, удлинение в размере 2 огласовок. آمنوا. وعملوا الصا. Обратите внимание. Айн. وعملوا. С огласовки дамма. Уходим на твердый звук сад с удвоением. И все, естественно, удлинение аннулируется. وعملوا وعملوا الصا. Удваиваем, произносим фатха, потом удлинение в размере 2 огласовок. وعملوا الصا. لحا. لحا. То же самое здесь. Гортанный звук ха. Ударение. وعملوا الصالحات. فلهم. فلهم. Здесь самое трудное произношение это ха, потому что а нужно четко и ясно произносить фалахум. Фалахум. Аджирун. Здесь правило калькаля. Аджирун. Правило изхар, ясное произношение. Танвин, после которого идет гайн, гортанный звук, четкое ясное произношение, без никаких изменений. Аджирун гайру. Аджирун гайру. Применяем калькаля. Уходим на твердый звук. Аджирун гайру
мемнун. Вот здесь нужно на втором произношении звука мим нужно не торопиться, потому что торопливость в этом моменте переходит в калькаля. Меменун, меме, а нужно спокойно. Мемнун, мемнун. Договорить звук второго мима с сукуном. Мемнун. И применяем 4 огласовки удлинения. Танвин аннулируется. У нас кесра при сукуне. Останавливаемся. И таким образом получается, обратите внимание, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. 7 аят, обратите внимание. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. فَمَا, естественно, удлинение в размере 2 огласовок. Юкадзибука. Удваиваем. Юкадзи. Юкадзи. Юкадзибука. 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 Ба'ду. Такая скользящая остановка. Ба'ду. Не ба'ду. Нужно ба, так как мягкий звук, нужно произносить полноценно мягко. Ба'ду. Биддин. С огласовки кесра уходим на удвоенную даль. Биддин. При остановке кесра аннулируется, сукун переходит. И мы выбрали на сегодня 4 огласовки удлинения. И получается биддин. 7 аят будет звучать таким образом. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. И последний аят на сегодня, обратите внимание. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. أَلَيْسَ. Вот здесь. После звука лям, если идет я с сукуном, распространена ошибка, что она уходит в алей, лей. Нужно максимально четко, не торопясь, произносить фатха полноценным образом. Алейса, алейса, алейсал. И уходим на удвоенный лям. И здесь у нас, естественно, удлинение в произношении лафзул джаляля, слово Аллах 2 раза. Алейсаллаху, алейсаллаху, алейсаллаху. Биах. Хамза четко произносим и уходим на гортанный звук с сукуном. Биах. Ками. Уходим на лям с огласовки. Биах. Камиль. Хакимин. Ударение в размере 2 огласовок. Биах. Камиль. Хакимин. При остановке фатха аннулируется, уходит сукун, и применяем удлинение в размере 4 огласовок, которые мы сегодня с вами выбрали. Биахкамиль хакимин. И 8 аят в окончательной форме будет звучать таким образом. Алейса Аллаху биахкамиль хакимин. На этом мы сегодня с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.